913 поисково-спасательных работ, более 900 спасенных человеческих жизней, в том числе и детей. 2022 у работников противопожарно-спасательной службы выдался насыщенным. Основные усилия Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям были направлены на реализацию госпрограммы Ингушетии, защиты населения и территории от ЧС и обеспечения пожарной безопасности. Ряд мероприятий Министерство провело для повышения готовности органов управления к выполнению задач по предназначению. Проведено 10 мероприятий оперативной подготовки. Из них 3 команды штабных учения, 3 штабные тренировки, 3 тактика специальных учений и 1 объектовая тренировка, что составило 100% от запланированного. В ходе проведения данного мероприятия органы управления и силы функциональной и территориальной подсистемы Республики Ингушетия получили практические навыки в организации и проведении мероприятий при угрозе и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и по переводу гражданской обороны на работу в условиях военного времени. В учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям республики в 2022 году подготовлено 324 человека руководящего состава, должностных лиц и специалистов. В соответствии с планом проводились мероприятия по мониторингу реализации концепции преподавания основ безопасности жизнедеятельности в школах. За 2022 год охвачено порядка 70 образовательных учреждений. Внесены корректировки в план действий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера, эвакуационных мероприятий и в плане гражданской обороны и защиты населения. Для решения задач, связанных с размещением эвакуируемого населения при угрозе военной агрессии и возникновения чрезвычайной ситуации, разработан и утвержден правительством Республики Ингушетия реестр пунктов временного размещения пострадавшего населения. Проводилась совместная работа с администрациями муниципального образования городов и районов республики по формированию администрации из числа работников государственных, муниципальных и общественных учреждений, на базе которых созданы данные пункты, а также по разработке документов, регламентирующих работу администрации пунктов временного размещения. Разработан и утвержден правительством республики реестр заглубленного подвальных помещений, предусмотрен для укрытия населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения. За 2022 год службой 112 на оказание помощи населению принято и обработано более 240 тысяч звонков. Все поступившие вызовы были адресованы соответствующим службам для своевременного реагирования. Хочется отметить, что за 2022 год не было ни одного случая, чтобы оперативно-дежурные службы 112 не отреагировали на какое-то происшествие. Спасателями противопожарно-спасательной службы республики в 2022 году совершено более 1000 выездов на поисково-спасательные работы, в результате чего спасено 980 человек, в том числе 85 детей. В период купального сезона с 1 июня по 31 августа спасатели совместно с отделом безопасности наводных объектов Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия принимали участие в патрулировании водных объектов республики. В целях бесаварийного пропуска паводковых вод на территории республики сотрудниками министерства проведено обследование гидротехнических мостовых сооружений и русел рек на предмет готовности к пропуску паводковых вод. Осуществлялся контроль по выполнению муниципалитетами подготовки к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод. Также в течение всего периода проводился мониторинг состояния русел рек и подмостовых пространств. Заместитель председателя правительства Тимур Фатахов отметил, что министерство в целом в прошлом году справилось со всеми поставленными задачами. Также поблагодарил работников за активное участие в сборе и отправке помощи в Сирию и Турцию. Коллеги, это не только отчет, доклад, это еще и обсуждение. Было очень приятно услышать, что есть у людей вопросы, связанные в первую очередь, конечно, с профессиональной деятельностью. И я считаю, что обязательно вот эти обсуждения, они нужны. Это живое, это те вопросы, которые у нас есть возможность с вами обсудить. Вот в такой обстановке она вроде как и рабочая, а вроде как и элемент дискуссии все равно должен присутствовать. Сегодня говорят не только об успехах, но и целях. Собравшиеся обсудили основные задачи, стоящие перед ведомством на 2023 год. Так, в планах Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям завершить работы по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. До конца 2023 года намерены создать резервный центр обработки вызовов системы 112. Также в числе задач регионального МЧС на 2023 год совершенствование материально
материально-технической базы аварийно-спасательной службы республики. Будут продолжены работы по строительству объектов капитального строительства, направленных на защиту территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного характера. Особое внимание уделят и восполнению резервов материально-технических ресурсов на ликвидацию ЧС природного и техногенного характера. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.